Все, доброе утро. В общем, вчера мы весь день отдыхали, отлеживались после нашей ночной прогулки. Сейчас мы идем в город на встречу с Виктором, погуляем по городу, по центру. Встретимся возле Нотр-Дама, потом пойдем к Тур-Эйфель, Эйфелевой башне, потом посмотрим, что там есть. Вот. Фух, короче, такие дела. Потеряли мы ключ от дома. Вот, прошлись назад и посмотрели, может, он по дороге выпал. Ну, видимо, он по дороге выпал, потому что он у меня в кармане лежал. Я сам немножко тупанул. Он в кармане с телефоном лежал. А телефон-то я постоянно достаю, он как навигатор у меня, смотрю, там, куда свернуть. И вот он цепляется иногда за силиконовый чехол. Не иногда, просто зацепился, видимо, и выпал. И все. Но вроде вопрос весь разрешили с Дани. Ох, сейчас возле Нотр-Дама стоим, который благополучно сгорел этим летом, да? К сожалению. Да, конечно, он теперь вообще по-другому выглядит. Да, жалко, нам не удалось его и так посмотреть, но ничего страшного. Так у него даже какая-то еще более особая история добавилась. Мистическая. Да. Facing the basic, we own the brand new pump. The picture console, there is no bullet holes, a microwave safe and all that. The dream, the water, the earth, the further big fat. You tuned into the missing channel. You want back for your Mickey on the mantle. Now you question, my question.
Подошли к Лувру. Сейчас ждем Виктора. Мы опоздали немножко из-за потери ключа, и Виктор нас, ну не на 2, на час. Просто он в Лувр уже пошел, и сейчас ждем. Решили в туалет зайти. Первый раз. Ага, все окей. Этот в туалет 80 центов стоит. Ёпарасоте. Первый раз в это путешествие, да вообще, наверное, за все свои путешествия решил пойти в туалет. Гуляем сейчас по Елисейским полям, идем в сторону Триумфальной арки. Людей здесь.
все-таки вышли к Эйфелевой башне. Здорово такая, большая. Вот она какая. Посидим сейчас немножко. Че, Настя, как тебе впечатление от башни? Коричневая. Ржавая. Немножко ржавая. Да, и сколько, ей больше 100 лет уже, да? Такое сооружение, это, конечно, здорово. Из металла. Тоже прикольно. Поле там не перекрыто. Là, je vais à la défense pour le jouer parce qu'on va à l'anniversaire de la conception. Non, c'est Paparazzi. l'impression, elle est Все, мы сейчас снова встретились с ребятами нашими. Они нас пригласили в итальянский ресторан. Говорят, самый большой в Европе итальянский ресторан. Самая вкусная пицца в Париже. Да. А это такая очередь за пиццей. Это бывший вокзал. Потрясающая идея. Сделать вокзал, что-то такое. Пицца классная. Едем сейчас на метро, и здесь автоматика работает.
Все, доброе утро. Мы снова в метро. Едем в город, в центр, встретиться с Виктором. Виктор сегодня уезжает. Да, еще, может, с ним встретимся. Что дома сидеть? У нас пока время есть. Погуляем, пока нагуляем. Вот. Когда появляется коляска, кстати, замечательно, где такая дорога, Mas, digamos assim, que era uma pessoa maravilhosa. Dali mama. Сейчас я мозг приду, тогда и буду. Меня зовут. Я зовут. Дальше подошли к Молин Руж, знаменитому кабаре, насколько я знаю. Тут ничего такого, конечно, надо посетить, что на него смотреть-то. Надо пойти. Мы не пойдем. Но не пойдем, да. Идем к горе Монмартр. Монмартре. Виктор все. Фильм в процессе. Фильм в фильме, да. Тут потом увидим, что тут есть. Ничего так, Париж прикольный городок. Но, честно говоря, не скажу, что он меня сильно впечатлил прям. Знаете почему? Наверное, потому что многие города, лет 100 даже назад, пытались быть похожими на Париж. Даже вот здесь гуляешь, и как будто ты здесь был уже. Улицы очень какие-то знакомые все. Даже взять вот тот же Баку, отстроенный, он очень сильно похож на Париж. Да, и вот, например, с Амстердамом намного больше было удивления от знакомства. Амстердам просто обалденный город, именно своими многочисленными каналами. Интересно, ни на что так не похоже, мало таких городов. А Париж все-таки везде есть частичка Парижа. Но Поэтому... Париж это оригинал. Да, мы сейчас здесь в оригинал смотрим, оригинальный Париж. Но он есть везде.
Везде есть какие-то уголочки найдешь. Поэтому, наверное, Париж как-то мы ровно нам, ну не то чтобы ровно, но интересно, конечно, здорово. Сейчас хочу снять, как он работает. Есть в Париже такие туалеты общественные, бесплатные, удивительные вообще. Долго думающая. Только непонятно, он wash recycle, то есть он закрывается, человек выходит, закрывается и долго что-то там делает, моется, типа, там звук такой, как будто там вообще все омывается, я не знаю, интересно посмотреть. Может... Надо там закрыться как-нибудь в этот момент. О, классно. Решили взять напоминание какое-то о Париже. Так, для Аечки. Париж. Мы это очень редко делаем, но думаю, Ну, вроде пусть первый будет. раз. Все равно для Аечки что-то новенькое нужно тоже. Растет, потому что. У Виктора тоже он. Париж, Франц, говорит, холодно. Ничего нет. В Париже холодно по ночам, а днем жарко. Очень. Поэтому безвыходная ситуация. Пойду возьму билет. 귀엽다. 엄마랑 할머니 여기서 이거 먹었는데. Все, поднялись на гору к храму. Тут открывается отличный вид на Париж. Теперь мы понимаем выражение, как фанера над Парижем. Хочется летать, как фанера. Нравится тебе, Аечка, да? Смотри. Marian.
Jaurès, Zug und Bahnsteigkante. Все, мы сейчас будем прощаться с Виктором на станции метро. Вот, он поедет в свою сторону. Сейчас уже едет на Берлин. Да, на Берлин, потом Чебоксары когда? В ноябре поедет. Вот, даже грустно прощаться как-то, вон, посидим. Нужно посидеть. Мы поедем домой отдыхать. Votre attention s'il vous plaît. En répercussion d'un incident affectant la voie sur la 10, le trafic reprend progressivement sur la ligne 1. Доброе утро. Сегодня весь день отдыхаем. Погода замечательная. Нам вообще повезло, как Дени говорит. Нетипичная погода для Франции. Вот для этого времени года. Обычно в Париже часто идут дожди. Дождливый город. А там мы сидим, читаем книжку Виктора Чугарова с его стихами. Замечательные стихи. Такие добрые, приятные, светлые. Очень нравится. Там есть и про нас, то есть наш вклад в это тоже есть. Мы его вдохновляем на стихи. Вот. Классная книга. Спасибо Виктору. Обалденно. Сейчас Настя еще сходила за багетами. О, вкусно. И еще он мянгтяо. Китайской лапши. Что-то захотелось этого. Гадости этих. Бывает такое, иногда хочется. Цена, кстати, не такая, как в России. Там вот за 15 рублей купить, от 1,5 евро. Ага, то есть 100 рублей. Это вам не фастфуд дешевый. What? Danny, told me about your life, your work, where you live. And a little bit about Paris. Okay. So, What is your name?
Denis Gauthéry. Gauthier. Denis Gauthéry. Yeah, I was. All my family for maybe more than 100 years is from Paris. Yeah, I was born here, in this house, in the big house. It was the family house, and we were 5 children. And this house, it's my father who built it. He bought the garden, the big garden, and he's been building this house just after the war. 1940, 44, 45, all right? So, and even 5 children, and we were born here. The first 3, I'm the third one, and the first 3, we were born in the house, not in the hospital. House, up there. You too. Okay? Yeah. Yeah, after my 2 sisters younger. Then, I've been a musician. Yeah, my life, teacher also at the university, teacher University of Paris, and then also conducting, playing, beginning piano, contrabass, singing, and now from my job, teacher, I am retired. I just continue to music with the musician. So, of course, I was born here, I came back here, but I've been traveling a lot, like all the musicians, many, many times. So when I was coming back, coming back from, maybe I was living, I worked, I lived 1 year in London, 1 year in Amsterdam, I went many times in the United States, so I went 1 year in Brazil. I lived in 1 year in Hong Kong also. Yeah. And every time I was coming back here, and my sisters and brothers, they are not far from here. Yeah. And when I was coming back, I was just living here in the small house with my piano there, staying and then going again. And so. My father died very young, in fact, because he was working on roofs and he fell. He was 42 years old, 42, and my mother was 40 with 5 children. So, and she stayed in this house. Not long ago she died. She was 98. And she was okay. She was living alone here. My sister came. When I come back from travel, I was going there. All right. And then after, when she died, not long ago, we decided to keep the house because it was my father's house, garden and all. So I was the one to stay in the house. And one of my friends, who is a musician, also a singer, he bought this little house to help me to buy this one to my sisters. And now I continue to make music, but more, okay, I don't give any more courses, just the choir, the students, and the musician. Yeah. And I am 73. That's it. You look younger. So, okay. And can you tell something about Paris in French? Paris. In French. So for me, Paris, it's really I like it. I like very much the town. I travel a lot, so I enjoyed many places in the world. You have many nice places and different, and but it's really it's my city because my grandfather came here from the center of France, so at the end of the 19th century, and my grandfather, they come to this place, not here in here, but in the same city, outside of Paris. So we are very linked with Paris. I know it very well. I can go in Paris with my car like a taxi driver. I know everything. I can, and there is no problem.
And when I'm here now, I have a little more time. I like to walk in Paris. I think there are many possibilities in art and music and universities and this. So that's the city I like. Your favorite country in the world? The what? Your favorite Country in the favorite country? No, lovely country. I think I couldn't say. There is no. Nearly all the countries I visited, there's something I enjoyed. You know, I like England and London. Some nephews, part of my family is married with Englishmen, so they're in England. And so sometimes I go and I like this city. I went very early there. I like the countries where I traveled the most, but it's just because I had the opportunities with the music. It was invitations. It started with Spain and Portugal, and I speak Spanish and Portugal and Portuguese. And then I went many times. We had links with Brazil, universities of Brazil. So I went many times Cuba, Argentina, Brazil, Mexico, and so I enjoy because I know the language. But I went to Asia. I like Japan. I like very much, and also you're from this country, and we have many friends from Russia, and even here at the university, students and all. And I like the music of Russian. I like choir music, and in Russia, choir is very important. And so I don't know all Russia; it's very big. But what I know of Russia, I like it. I like it. Moscow, I like it. I prefer St. Petersburg, but I enjoy very much Baikal. And but I know other countries. For example, we went to sing. We have links with Georgia, Georgia, and Tbilisi, and we made exchanges. That's a country I like. I like Tbilisi, and Turkey too. Africa, we went quite time because there's quite many countries in Africa. Half country in Africa, half countries speak French, so it's easier to make exchange. Senegal, South Africa, they speak English, but we had links. So it's impossible for me to say if there is one country I prefer to another. Many times it's thanks to the people. When you stay there, when you make music, when you give concert and you stay some time there, then that's the main thing. That's the people, you know. And at the end, every time I come back to Paris, I'm pleased to go back to Paris. Okay. No, thank you very much. It's a good, very interested interview. maybe a couple words in French. It's so. Pour parler en français. Oui. Bon, j'aime évidemment beaucoup la langue française. J'aime beaucoup parler français. J'aime bien chanter en français. Ce n'est pas facile de chanter français. C'est plus difficile que de chanter en russe, en anglais ou en espagnol. Voilà. Et donc, j'aime bien les langues quand même en général. J'aime bien l'espagnol. J'aime bien. Voilà, en français. Merci.
and that's it. You've never seen that? I didn't taste it. Yeah. You cut it here. And took. You want to try? It's very fresh. Of course, it looks a little funny, but Eat everything? yes, because it's water of the sea. Very salt. Okay. Okay. Yeah, the first time. Did you try snails also? You know the snails, the snail. Maybe I don't know how it in English. S- English word maybe. snail? It's English snail. Snail. Like fish, but very salt. No. Snail, they are in the garden. I can show you, you know. When they are big like that, and they go out, the head, and they you've seen snail. And in France we eat a lot of snail. You know, we prepare. Не принес нам моллюсков. Вот, и такой первый раз пробуем. Такой интересный вкус, конечно, очень соленый, потому что там морская вода. Живые. Вкус моря. Taste of the sea. Of the sea, taste of the sea. Вкусно вообще. Ну, такой, ну, соленость вначале сильная. Very salt. Но потом привыкаешь нормально. Тебе понравилось, Настя? Good. Надо распробовать. And that slug and wine. With wine? Yes. With wine. In general, we drink it with white wine. We eat that, and you drink with white wine. Yes. And if people, you can also put just a little of lemon in it. You know, a little of lemon, and in general, you drink it white wine. Okay, no. See? Yes? Oh, it's later maybe. Later. Yes, I hope. You see, alors, you just be careful. So, you will try later. You see, you take this. Be careful. Like that. Oh, yeah. Huh? For your then. And in general, here you will find. Maybe you have to check and push strong, but be careful with your fingers. I put it inside. But if you don't have this, it's very difficult to open because with a normal knife, it's strong, you know. Okay, I put it here. You Все, у нас сегодня заключительный день отдыха, да, в Париже. Мы сейчас идем на встречу с Олей, нашей землячкой, под Эйфелеву башню, посидеть, посмотреть иллюминацию, которую мы еще не видели. По вечернему Парижу мы еще так не гуляли. Ну, если не взять ночной поход. По окраине. Да. Вот завтра уже едем дальше. С направлением пока непонятно. Потом, надеюсь, скажу почему. Вот, сейчас загадывать не будем. Сегодня жаркая погода. Я посмотрел прогноз в Чебоксарах у нас на родине. Уже обещается первый снег, а здесь под 30-ку вот сейчас. Но на самом деле, как говорю, уже нетипичная погода немножко сейчас для Парижа. Говорят, что дождей много должно быть сейчас. Это нам сказал Дени, настоящий парижанин, коренной. Тут нашли магазины, яблоки. Евро кило стоят. То есть 1 килограмм 1 евро. Это очень дешево, на самом деле, по местным. Взяли сразу 6 килограмм. Дорвались. Да, дорвались. В Финляндии такого Потому не что было. яблок по дороге очень сейчас мало найдешь. Это не Швеция, не Скандинавия уже. Цены во Франции, ну, в Париже очень недешевые, я бы сказал. Самый высокий. Да, пока, наверное, самые высокие. Может быть, там где-то южнее подешевле, но фрукты здесь дорогие.
Суббота, народу здесь. Суббота и теплый вечер, народу много. И тут вот посыпано вот такой гравий такой. Он пыль такую дает. То есть после прогулки под башней одежду надо стирать, самому принимать душ. То есть прям видно такая пылища от хождения людей. Ну, атмосфера прикольная, конечно, но я не скажу, что я люблю такие туристические места, просто из-за того, что много народу. Везде тебе что-то толкают, но вот за 5 штук стоит 1 евро. Вот эти маленькие башенки. Вот это очередь подняться на башню. Там, по-моему, 15 евро стоит. Все, мы встретили Олю. Сейчас еще не встретили. Подожди, сейчас будет. Сейчас не... И вот сели на лужайке, и сейчас будем сидеть в прекрасном месте, ожидать иллюминацию Эйфелевой башни. Ай, смотри, Ая. Вот это самый святой момент. Так, и буду делать, а его нужно будет делать А, я зубовчатый фильм, да. Фильм? Все, с Олей попрощались. Вот так. И символически прощаемся с Эйфелевой башней. Завтра уже едем, отправляемся. Сейчас гуляем, погуляем немножко и домой. Вот, как-то грустно даже, но надо ехать дальше. Виза не ждет, к сожалению. А так почти классно. Народу здесь столько. Здесь каждый вечер, видимо, праздник. Конечно, сегодня еще погода обалденная. Дождь, я думаю, тут, конечно, столько народу нет, но в целом, наверное, столько народу. Как будто в ожидании чего-то, какого-то праздника. Праздное место. Сезон сегодня официально заканчивается. Да, кстати, сегодня день равноденствия осеннего уже. 21 сентября. То есть уже все к зиме. Перевалила ночь.
Ah bon? Oui, mais ils ont une carte bleue. Oh, ils font tout avec Internet. Oui, bus. Flix. D'accord, Flix avec un L, hein, Flix. Все, мы собираемся здесь ехать. И, конечно же, пошел дождь. Велики мокнут. Уже все намокло. А вот мы уже собрались. Аечка спит. У нас, в общем, новости. Мы взяли билет на поезд с Парижа до Тулузы. Всего лишь за 30 евро, то есть велосипеды там включены, они бесплатно. Вот, и до Тулузы, до юга Франции мы доедем на поезде. Своим ходом по Франции, честно говоря, неохота ездить, да и времени у нас уже нет. У нас осталось 2 недели на то, чтобы выехать из Европы, поэтому мы доезжаем до юга Франции, потом нам надо будет добраться до юга Испании. Вот. У нас еще есть, у меня точнее, есть друг дальнобойщик, который работает в Европе. Мы надеемся на него, что у него его рейс совпадет с нашим движением. Вот он сейчас на юге Франции едет. Вот, и мы надеялись, что он вообще в Париж приедет с рейсом и потом поедет на юг Франции. Но нет, мы ждать не будем, поедем на юг. А там кто его знает, может у него будет рейс в Испанию. Ну хотя бы вообще пересечься бы с ним. Это посмотрим. А сейчас вот дождь идет, мы хотим ехать. Но поезд у нас только завтра будет в 8 утра. Мы, честно, немножко тупанул в этом плане. Надо было нам заранее это посмотреть. Я просто думал, что непосредственно если брать билет, он будет дорогой. Но нет, он, оказывается, и на завтра 30 евро-то стоит. Вот, поэтому надо было вчера его брать, и сегодня бы в 8 утра бы уехали. А сейчас и дождь, и отсюда нам надо съезжать, потому что хозяин приедет. Он сейчас на гастролях, и вот сегодня он вечером приедет. И нам в любом случае отсюда надо съезжать. И будем ночевать в лесу. Вроде есть какой-то парк, мы посмотрели. О, мы видим, да. Камеру видишь? Прям быстро так. Вот, мы там смотрим. Помаши. Помаши ручкой. Париж, Чебоксары. Зря Влада не вышла. Вы нас не видите, конечно. Прям смотрим. Вот они, Чебоксары. Дождик, пасмурно, у нас тоже. Ничего, скорость интернета какая, сразу все видно. Надо было. Да ладно, чё? Да ладно, зачем? Вот эту камеру мы видим район, короче, с этой камеры. Ага. Цветная такая скорость. А? Когда звоните или просто можете посмотреть? Просто можем через сайт посмотреть. Вы можете посмотреть даже. Ты можешь сама, ну, если интернет есть, посмотреть. А чего вы смотрите? Так, где Влада бегает? Да просто ностальгия иногда находит и посмотреть, как там погода в Чебоксарах. Тут, конечно, только асфальт до машины видно в целом, но все равно. Ну там есть другие камеры, но они все неинтересные. Вот это более-менее, которая двор хоть показывает. Ладно, не мерзни тогда, иди. Иди, иди. Вчера выходили с Владом в свете кататься. Что-то все разучилась как будто. Или большой он пока ей. Классно так посмотреть, да? Вообще. Какая скорость крутая интернета, да? Прям сразу все видно. Я думала, будет задержка, нет никакой задержки. А, ну чуть-чуть задержка есть. Секунд Буквально 5. секунды.
Ну, давайте. Тогда уж можно говорить. Эй, Аня, стой. Стой. Все, видите нас? Видим, видим. Вот как, говорю, хорошо пока. Привет. Привет, бабуля. Ты громкую связь сделай. Громко. О, бабуль. Привет. Чё, как дела? Вроде нормально. Только спину повредила. Чё, мешки с картошкой таскала, что ли? Ага. Вот меня нету. Некому мешки с картошкой таскать. Чё там, это, лето как в целом было в Чувашии? Нормально? Урожая много? Сперва жара, потом дожди. Вот в сентябре, что ли, хорошая погода стояла, теплая погода. Чё, Сейчас дожди пошли уже. чё, картошки много? Ну, где-то 19 крупных ведер. Мгм. А ягод много было в этом году? Ягод вообще не было. Для Влада даже вкусного не было. Ни- Очень плохо. Ничего себе. Не только у нас. Не только у нас. А яблок тоже нет, да? Яблоко чуть-чуть. Угу. В прошлом году много было же. Ну да, да. Ага, каждый этом год всё. не выстрелить. Угу. Ладно, давай, у тебя там деньги капают, наверное. Нет, у нас бесплатно, у нас интернет. А? Так что без проблем. Ага. Что нового еще? Ничего, ну-ка. Сейчас зима, отдыхай. Ну, еще раз хоть съездить надо. А, съездить еще. Две почки воду слить надо. Кое-что прятать надо там тут. Че, паечки, скучаешь? Конечно. Что-то болтай там, да? Да, уже бегает вовсю. Ну, я бы идёт. Че, это... ладно, бабуль, тогда Владе дай трубку. Давай, на связи будем, еще позвоним потом. Ой, Юлечка, ты вот. Надо свою Юшка, говори в воду. Не ходи по подаю. Влада, Влада, иди сюда. Моя Союшка. Ну, скажи. Вот такая Союшка, да? Влада, Алло, привет. привет. Ай, привет, передавай. Как в школе, Ая? Ой, Ай, говорю, Влада. Нравится? Или опять каникулы хочется? Каникулы. Каникулы уже, да? Ай, школотроны. Пятерки там получаешь, да? Да. Ух ты, молодец. Помаши Аюшке. Аюшке в камеру помаши. Помаши. О, Ая смотрит, видит. Вон тоже машет. Вообще круто. На даче много была? На даче много времени проводила? Да.
Ягод не было там, да, бабуля говорит? Че, вы пошли уже, да, домой? Да, не мерзните, идите, что. Хочешь, чтоб мы приехали? Паечки соскучилась? Мы тоже по вам соскучились. Ну что, все? Мы готовы, собрались. Вот. Дэнни уже пришел, нас провожает. Таечка кушает. А я? Поедем в лес. Все, thank you very much, Дани. Мерси. Спасибо большое за гостеприимство в этом доме. Вот. Hello, hello. She's well in here, huh? Yeah. Все, едем. Allez, vous y allez. Вот. Оп. Hop. Okay. Все, Дани, Have a бай-бай. good time. Have a good trip. Bye-bye. Ох, снова на коне. Такое замечательное чувство, и сразу начинаешь жить. Все-таки, когда долго сидишь, начинаешь тухнуть немного. Иногда это необходимо, чувствуешь, но иногда это просто начинается тух. Классно, да, Настя? Погода? Да все классно. Все, ищем место в ближайшем парке. Вроде нашли место здесь более-менее спокойное. Да сейчас и после дождя мало людей все равно ходят, гуляют в лесу. Фух. Вышли на лужайку с Аечкой побегать. Оба! Надеюсь, здесь клещей нету. Собачников здесь много. Завтра встаем в 6 утра. 8:29 у нас поезд. Ая, ты куда пошла? Мама там сейчас пока собирается. Разбирается точнее. Давай погуляем. Пошли.